Сообщения от МВД, в которых рассказывается о задержании наркодилеров, в последнее время стали частым явлением. Но это свидетельствует не только о работе милиции, но и говорит об увеличении количества преступлений, связанных с оборотом наркотиков. А какие законы мы имеем? Можем ли мы с помощью этих норм права адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию? Какие проекты еще в разработке в сегодняшней программе? В соответствии с частью 3 статьи 63 Уголовного кодекса по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначено Мамедову наказание в виде пожизненного лишения свободы с исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. 8 мая 2018 года общество всколыхнуло новость о вынесении пожизненного приговора за распространение наркотиков гражданину России Эльдару Мамедову. Одновременно по этому делу проходили еще 2 граждан России – Дмитрий Нестереня и Кемал Османов, получившие соответственно 18 и 15 лет колонии строгого режима. Решение вынес Сухумский городской суд под председательством судьи Рустама Чагава. Было установлено, что эти лица в целях личного незаконного обогащения и извлечения максимальной прибыли из своей деятельности вошли в сговор с неустановленным организатором наркобизнеса, который находился на территории Российской Федерации. Эти лица следовали его инструкциям, получали наркотики, которые он им оставлял в Адлере, завозили в Абхазию, а затем распространяли по территории Абхазии. Например, было установлено, что с осени 2016 года по февраль 2017 года, по день, когда они были задержаны, эти граждане охватили города Гагра, Гудаута, Новый Афон, Сухум, Гульрипш. Были доказаны случаи распространения более 700 закладок. Это было следствием того, что были изъяты многочисленные фотографии с телефона с фотографиями из места закладок. Соответственно, судья принял решение о назначении пожизненного наказания. Это было впервые. Хотелось бы обратить внимание, что ему было назначено пожизненное наказание не за сбыт, а за ввоз наркотиков на территорию Республики Абхазия. За сбыт законодателем не предусмотрена такая ответственность, максимальный срок за сбыт 15 лет. По другим видам преступлений такая мера, как пожизненный срок, применялась и раньше, но в случае с наркодилерами единственный. Прецедент стал поводом для разговоров о том, будет ли такая планка применяться и в отношении граждан Абхазии, осужденных за ввоз и сбыт наркотиков в республике, но и выявил некоторые несовершенства в законодательстве. Решение Сухумского городского суда через несколько месяцев отменил Верховный суд. Когда было принято решение о ужесточении данного вида наказания за ввоз наркотиков, законодатель изменил только особенную часть. В 52 статье Уголовного кодекса Республики Абхазия предусмотрено, за что может быть назначено пожизненное лишение свободы. Это преступление против личности, против государства. К сожалению, на тот период не была изменена общая часть. И общая часть, она конфликтовала с особенной частью. И по кассационной жалобе адвокатов Верховный суд изменил данное наказание, назначив его в рамках статьи. И в настоящее время вышеуказанные граждане, Нестереня, Мамедов, Османов, они отбывают наказание в местах лишения свободы, приговорены к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Законодатель парламент присылал нам где-то в середине этого года законопроект об изменении в Уголовном кодексе по изменениям статьи в данной категории. Мы внесли свои замечания, свои коррективы. В данном законопроекте было учтено и изменение в общую часть, для того, чтобы Уголовный кодекс соответствовал как общей части, соответствовал с особенной частью, чтобы были добавлены в 52 статью ответственность за пожизненное лишение свободы за распространение и ввоз наркотиков. А так законодатель пошел по пути ужесточения. К сожалению, пока нет какой-то информации о том, принят этот законопроект или нет, но, скорее всего, он не принят, раз мы его не получили, и дальнейшая его судьба зависит от парламента республики. При конкуренции норм между общей и особенной частью подлежит применению только лишь особенная часть. Именно поэтому, принимая решение о вынесении пожизненного лишения свободы, я вынес такое наказание. Кстати, в самом приговоре я об этом тоже говорил.
Это общепринятое понятие, оно не требует даже доказательств, это как аксиома. По словам Даура Амичба, Генеральная прокуратура имеет право в течение года обжаловать приговор и обратиться в президиум Верховного суда. Но пока такого заявления не было, и Эльдар Мамедов должен будет отсидеть 15 лет колонии строгого режима. Из-за отсутствия самой колонии Мамедов проведет в тюрьме на 3 года меньше. На условно-досрочное освобождение он может рассчитывать после 9 лет отбывания наказания. По состоянию здоровья может быть освобожден в любое время. Суд кассационной инстанции изменил наказание Эльдару Мамедову, исключив назначенное судом первой инстанции пожизненное лишение свободы и оставил ему назначенное судом наказание в виде 15 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков. Исключение из приговора в отношении Эльдара Мамедова наказания в виде пожизненного лишения свободы основано на положении статьи 52 Уголовного кодекса Республики Абхазия, согласно которому пожизненное лишение свободы может быть назначено только лицам, совершившим особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также совершение особо тяжких преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства. К таковым незаконный оборот наркотиков не относится. Соответственно, названная статья не предусматривает назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы лицу, совершившему хоть и особо тяжкое преступление, но в связи с незаконным оборотом наркотиков. Вследствие чего суд кассационной инстанции исключил наказание из приговора Эльдара Мамедова. В остальном приговор Сухумского горсуда в части назначенных наказаний всем фигурантам дела оставлен в силе. Как известно, в Абхазии колонии нет, есть только следственные изоляторы в МВД и поселке Дранда. Для многих тюрьма, СИЗО, лагерь и колония – синонимы, но это далеко не так. В СИЗО содержатся только обвиняемые, строгий пропускной режим, ограничение передвижения даже в пределах объекта, особенности СИЗО. А вот колония – это поселок, где содержатся уже осужденные. Режим здесь свободнее, но осужденные могут содержаться в колонии в условиях особого, строгого или обычного режимов, а также существуют колонии и поселения. У тех, кто содержится в колонии, больше прав, они могут даже работать. В каждом приговоре указано, что дается санкция за совершенное преступление и указывается колония общего, строгого и любого режима. Понимаете, мне моментами так я так и иронически, и больно смотрю на этот документ, потому что он противоречит быту, реалию противоречит. У нас колонии нет никакой. Куда мы отправляем? В изолятор временного содержания. Вы понимаете, это нарушение прав человека, нарушение конвенции международных прав. По словам Мазоны Цвишба, государство должно позаботиться о том, чтобы в Абхазии появились реабилитационные центры, куда в принудительном порядке будут отправлять наркозависимых. Таким образом, по ее мнению, у человека будет возможность одуматься и уйти от пагубной тяги. Отправляя наркозависимых за хранение небольшого количества наркотиков в тюрьму, по мнению адвоката, влечет за собой еще больше рост преступности. Мы должны ему помочь. А мы отправляем туда, где сидят матерые преступники всех категорий, а этот человек зависимый, больной, и идет обмен. Этот зависимый может передать независимым это, и наоборот, та преступность, которая гуляет, они тоже как-то перевоспитывают их по-своему. То есть профилактики никакой. Наоборот, мы усугубляем ситуацию и теряем здоровое молодое поколение. В условиях отсутствия колонии законодатели республики пошли по следующему пути – сократили сроки содержания заключенных. Таким образом, Мамедов должен отсидеть 12 лет из 15. К сожалению, что эти люди, с учетом даже сегодняшнего законодательства, а оно у нас суровое, не несут в полной мере наказания, потому что несколько таких причин влияют на это. Если это, например, люди здесь, наши граждане, то на следственные органы, на органы судов оказывается колоссальное давление. Ну и родственников? В том числе, конечно, в том числе, и таких случаев мы знаем немало. По мнению адвокатов, только законами проблему не решить. Главное их исполнение и работа исключительно в рамках норм права. А в обществе же все чаще говорят о необходимости ужесточения законов в отношении наркодилеров, вплоть до смертной казни.
Очень отрицательно отношусь к наркодилерам, естественно. Их нужно наказывать как можно построже. Если мы хотим сохранить молодежь, нужно, безусловно, наказывать. Смертная казнь? Я за. Покрываются те, кто распространяет эти наркотики. Конечно, я, например, да, это жестоко, но их нужно казнить. Я считаю, смертная казнь, наверное, слишком жестокое меру наказания, но пожизненно я бы, наверное, давал. Потому что это должно стать примером. Одного хода убейте, потом все будет хорошо. Ничего не совершенно, поэтому я не знаю. Ну, в принципе, если вот так вот взять, я за. За ужесточение? Да, конечно. Максимальное. За последние 1,5 года от следственных органов в суды республики поступило 21 уголовное дело в отношении 25 человек, так называемых распространителей наркотиков. По всем этим делам суды вынесли обвинительные приговоры, за исключением 3 лиц, чьи действия были переквалифицированы с хранения наркотиков с целью сбыта на хранение в целях личного потребления, и 1 лицо было оправдано. Мы за последнее время, за последние несколько лет меняли законы, пытались найти приемлемый подход, приемлемую статью, которая, скажем так, будет иметь в качестве наказания за распространение, за потребление наркотических средств. Выходили на декриминализацию, думали, что если там в какой-то части мы ослабим, значит распространение наркотиков будет более проблематичное такое. Но в итоге сегодня решили и приходим к тому, что все-таки за распространение наркотиков надо ужесточать наказание. И в парламенте та комиссия, которая сейчас создана, работает, именно в этом направлении работает. Летом 2017 года в парламенте была создана комиссия по контролю за ситуацией с незаконным оборотом наркотиков. О том, что меры надо ужесточать, согласны и законодатели, но самые радикальные меры пока на бумаге. Проект закона, предложенный группой депутатов для ужесточения мер в отношении наркодилеров, прошел лишь 1-е чтение. Документ предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертную казнь с конфискацией имущества за незаконный ввоз в республику, вывоз и перевозку транзитом наркотических и психотропных веществ в особо крупных размерах. Как говорят парламентарии, мера не коснется обычных людей, употребляющих наркотики. Реально отсидеть срок наказания до 10 лет по сегодняшним нашим данным, это тоже немало. Но есть пробелы, которые мы сейчас пытаемся устранить. Допустим, в частности, пробелы. Человек, который был осужден по этой статье, не имеет права ни на помилование, ни на пересмотр дела. То есть он отсидит и будет привлечен к ответственности ровно настолько, насколько это прописано в нашем законе. Чтобы не было возможности ни у адвокатов, ни у судов, ни у других заинтересованных лиц пересмотреть. Это красная черта должна быть. Учитывая демографическую ситуацию в Абхазии, адвокат Мазона Цвишба поддерживает самые жесткие меры в отношении наркодилеров. Несмотря на то, что в мире существует тенденция отказа от смертной казни, она рассчитывает на то, что в конечном итоге законодатель внесет такие поправки в законы республики. Мы не можем сравниться, где громадное количество людей, а у нас горсточка осталась, и та погибает. Мы должны равняться на мировую практику? Нет. В общем, вы за самые жесткие меры? Да, да. В Абхазии уголовным законодательством предусмотрена смертная казнь, но введен мораторий. В СССР смертная казнь была. После распада Союза до 1996 года она действовала и в России. В основном эту высшую меру наказания применяют в странах Африки, Ближнего Востока, Азии и Соединенных Штатов. Мировой лидер по количеству казненных заключенных – Китай. Огромное количество людей были расстреляны. Может быть, где-то это и надо делать. Может быть. Но это ничего не дает. Я как говорил, 32 государства в мире только имеют смертную казнь. В том числе 2 или 3 штата, в Штатах в Америке 2 или 3 штата им могут смертную казнь применять, остальные не применяют. Смертную казнь нету. Понимаете?
Возьмем, к примеру, экономически развитую Малайзию, которая является транзитом для переброски крупных партий наркотиков. С 1975 года здесь применяют смертную казнь за хранение более 15 грамм героина или 200 граммов марихуаны. Наряду с этим в стране ведется серьезная профилактическая работа, но несмотря на жесткое уголовное законодательство, количество наркоманов в этой стране продолжает расти. Ужесточение законодательства несложно говорить. Это, наверное, только покажет практика, поможет, решит ли это проблему или нет. Это такой сложный очень вопрос. Но, знаете, я бы сказал так, наверное, надо пытаться все, что возможно, делать для того, чтобы минимизировать возможность уклонения людей, что ли, от ответственности за совершение этих тяжких и особо тяжких преступлений. Вот. Насколько это будет иметь позитивный результат, только лишь может показать время. В мире существует тенденция сокращения применения и полного отказа от смертной казни. Возможность судебной ошибки – главный аргумент против. Яркий пример – дела серийных убийц. Тимоти Эванс был обвинен в убийстве собственной жены и ребенка и был повешен. Позже посмертно реабилитирован. Подобная ситуация была и в деле серийного убийцы из Ростова Чикатило. До него повесили еще одного человека. В США, где в некоторых штатах действует смертная казнь, 23 ошибочных приговора. В мире нет ни одной системы, застрахованной от подобных просчетов. Наркомания для Абхазии серьезная проблема, и в этой ситуации смертная казнь могла бы стать сдерживающим фактором. Но для этого, как минимум, необходима прочная судебная система и государственный аппарат в целом, где не будет места коррупции. Относительно вопроса по применению смертной казни в отношении проблемы наркомании, я, наверное, задал бы вопрос такой: а судьи кто? В первую очередь, я как христианин считаю, что когда человека осуждают за наркодилерство или за употребление наркотических веществ, надо учитывать, что если блюстители закона занимаются своим делом и они безупречны в этом отношении, тогда, наверное, закон и страна сама должна решать, какие меры приниматься должны по отношению к тем людям. Но есть такие случаи, когда сами граждане ловят людей, и, как правило, не граждан Абхазии, и пытаются устраивать над ними самосуд. И что самое страшное, вот в этом во всем самосуде, что проявляет себя? У этих людей требуют деньги, это во-первых, а во-вторых, когда у них не находится денег, то с них требуют отдать наркотики, которыми они располагают и, значит, делают из них закладки. Нет ни одного научного исследования, подтверждающего, что смертная казнь является эффективной мерой в борьбе с наркоманией и другим злом. Но есть успешные стратегии, направленные на минимизацию рисков, как, например, опыт Нидерландов, Соединенного Королевства и Швейцарии. В этих странах пошли путем введения специальных программ по лечению наркозависимости. Благодаря программе обмена шприцами в этих странах количество ВИЧ-инфицированных уменьшается, сократилась и смертность от передозировок. Конечно, есть и очень либеральные законы, как в Нидерландах, где пошли путем легализации наркотиков. Год, например, без наркотиков. Под эту программу, которую принимает стратегия, да, так сказать, стратегия в течение 3 лет разрабатывать. Что нужно сделать в течение года, что нужно сделать среднесрочную перспективу, долгосрочную перспективу, и отрабатывает каждое ведомство, у каждого министерства и ведомства, это как настольная книга. Если мы поставили эту программу борьбы с распространением, с потреблением, с, скажем так, количество уменьшения потребления наркотиков, мы должны это все расписать на бумаге. Просто так на ощупь действовать нельзя. Вот сейчас вы говорите и пытаетесь найти какие-то данные, потому что правильно, нужно опираться на какие-то цифры. Но, к сожалению, у нас этих цифр тоже нет. Мы не можем прям назвать четкое и точное количество, а ведь оно может быть очень ужасающее, понимаете? Поэтому, опираясь на цифры, понимая, какая реальная картина есть в государстве, правительство готовит специальную программу, специальную стратегию.
Интересен опыт Португалии, которая в начале 2000-х претендовала на первое место в Европе по числу ВИЧ-инфицированных и количеству смертей от передозировок. Вместо борьбы с людьми власти этой страны переключились на борьбу с болезнью. Средства, которые раньше уходили на содержание преступников, направили на программы лечения. За первое десятилетие после реформы вдвое сократилось число наркоманов. Но надо помнить, что все эти реформы и законы, какими либеральными или жесткими они не были, будут работать только в случае, когда закон будет исполняться беспрекословно и он будет равен для всех. А это уже проблема другого уровня. Для всех должен быть один закон. Закон пишется для чего? Для того, чтобы государство существовало. Закон выносится именем государства. Не может существовать государство без аппарата принуждения. Я адвокат, я не должен так говорить, но это существенно, истина это. Не может государство существовать, аппарат принуждения должен быть. Но этот аппарат принуждения должен работать честно, справедливо и не выбирая. Для всех должен быть один. Понимаете? А когда это будет, тогда будет порядок и в государстве, тогда будет порядок и у нас в домах, и везде. Анри Кайтан по профессии онколог. Как врач он хорошо понимает, что наркомания – серьезное заболевание. Анри уже несколько лет успешно занимается медицинской практикой, является заведующим отделением хирургии Национального онкологического центра Абхазии. С парадоксальной ситуацией он сталкивается ежедневно. С одной стороны, он работает с пациентами, которые борются за каждую минуту своей жизни, а с другой ежедневно видит вокруг себя зависимых людей, своих знакомых, друзей, обрекающих себя из-за наркотиков на верную гибель. Даже наши больные, у которых болевой синдром, и они вынуждены получать наркотические средства с целью уменьшения болевого синдрома, они стараются обходиться без них, когда это возможно, стараются уменьшать дозировки для того, чтобы жить полной жизнью. Даже эти больные, у которых плохой прогноз, 4-я стадия, запущенные процессы, они все равно живут с надеждой, они все равно стараются уменьшить потребление наркотиков. И это должно быть примером для всех остальных. Люди должны понимать, что жизнь, она сама по себе прекрасна, бесценна, и в ней есть много чего хорошего, что нас должно оттолкнуть от наркотиков. Когда человек стоит перед смертью, он только тогда, к сожалению, понимает ценность жизни. А молодежь, которая употребляет наркотики, они к этому порогу не подошли и, соответственно, этот опыт получить не могут. Нужно, даже смотря на этих людей, понимать, как прекрасна жизнь и как стоит за нее бороться. Бороться нужно не радикальными мерами, а с корнем проблемы, считает он. Занятость молодежи, обеспечение работой, поддержка спорта. Вот главное, на что, по его мнению, надо обратить внимание. У нас у большинства, почти 90% молодежи соблазн существует, и доступ к наркотикам существует. И проблема в том, что там достаточно ошибиться один раз, и потом дальше идет по наклонной. И от соблазнов нужно удерживаться. И каждый человек, который еще не употреблял наркотики, но думает об этом, должен понимать, что первое употребление сделает его зависимым. Мозг запомнит это на всю жизнь. У нас мало рабочих мест, хорошо оплачиваемых. У нас нет индустрии развлечений как таковой. У нас в спорт вовлечено недостаточное количество населения. И все это приводит к наркотикам молодежь, потому что банально людям нечего делать. В следующей программе будем говорить о сопутствующих наркомании болезнях. ВИЧ и гепатит, какие цифры мы имеем и что делается в стране для профилактики этих страшных заболеваний.